Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какую тайну, какой секрет откроет вам сегодня песок? Что скрыто от ваших глаз? Загадайте, пожалуйста, на себя, на то, что скрыто. И давайте с вами посмотрим, что вам откроет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, много хорошего от вас скрыто. Много хорошего. Это не значит, что кто-то от вас хорошее прячет. Нет. Скорее вы не видите каких-то шансов, возможностей. Как жизнь ваша потихонечку начинает меняться. Так, ну давайте, наверное, начнем с левой стороны, с нехороших моментов. Смотрите, первый момент касается женщины, которая с вами лукавит, как будто бы, не могу сказать, что она вас использует, скорее она как играет только лишь в свои ворота. Когда ей нужно, она вот тут как тут. Когда что-то важное, хорошее, то она сразу же про вас забывает. Ну такое, знаете, отношение, поведение, неприятное. Неприятное. Вы почему-то этой женщине очень верите, считаете, что она прям ого-го какая молодец. И вот все, что она вам там говорит, вы за чистую монету принимаете. А она такая немножко, знаете, как балаболка вообще идет. Вот. Она может быть серьезной только лишь когда ей выгодно. И вам от нее просто, знаете, дырка от бублика, а ей от вас всегда какой-то плюсик достается. Это не значит, что вы должны прекратить с кем-то общаться. Просто будьте мудрее, будьте умнее. И все-таки больше, наверное, ни на кого не надейтесь, а надейтесь только лишь на себя. В правой стороне здесь четко показывают мостик и человека, который этот мостик пытается к вам установить. Ну, подружиться с вами, начать общаться, выстраивать отношения. Вы же все разные, да? У кого-то симпатия, человек хотел бы с вами ближе познакомиться, а у кого-то действительно интерес. Вот интерес как к умному собеседнику, как к грамотному специалисту. Да, человек хотел бы с вами вот наладить отношения, подружиться, либо действительно вот узнать вас получше, позвав вас, например, на свидание. Вот. А вы спиной стоите. Вы не то чтобы не смотрите на этого человека, вам в голову не приходит, что человек-то неплохой, и что, возможно, следует дать шанс этому человеку. Смотрите, старается обратить ваше внимание на себя, а вы не поворачиваетесь. Он достойный человек, хороший человек. Вот чего бы это ни касалось, личных взаимоотношений, либо дружеских, либо деловых связей. Человек очень хороший, и шанс обязательно нужно дать. А лучше вообще пойти на сближение. Да? Человек в вашу сторону, а вы в его сторону. Чтобы вы где-нибудь там посерединочке встретились. Это будет замечательно. Так, с левой стороны хитрую женщину показывают. Эта хитрая женщина смогла вас убедить в том, что она очень важная птица, такая, знаете, вся из себя, состоявшаяся, состоятельная, у нее там все схвачено, все на мази, связи, знакомства, ну типа крутая, да? На самом деле она никакая. Я бы даже сказала, она никто и звать ее никак. Очень она играть роли любит. Да? Сейчас она в роли императрицы. Типа я все порешаю, я все поделаю. Ничего она не порешает, ничего не поделает. Не надейтесь на нее. И вот запомните, кто громче всего говорит о том, что вот я могу, я сделаю, я буду, да я самая-самая. Вот такие люди, они по итогу самыми пустыми и никчемными оказываются. Как, знаете, голову вам немножко задурила эта женщина. Так, и еще с левой стороны. Вас кто-то от чего-то
отговаривает. То есть человек вам говорит, вот не надо туда идти, не надо это делать, не надо с теми общаться, так не поступай, это не делай, от того откажись. Да? Вот такой человечек рядом есть. Это может быть и мужчина, и женщина. Это может быть как и свой, так и чужой человек. Но вот кто-то постоянно вам говорит такие слова. Смотрите, этот человек вам попросту завидует. И человек понимает, что вы идете к своему успеху, вы идете к своим достижениям, а он либо она так не может. И человек из зависти начинает вам все портить, да? Портить, мешать, лезть, вот типа со своими добрыми советами. Не слушайте, не слушайте, не верьте, и вообще лучше своими планами не делитесь. Не делитесь. Завидует вам этот человек. У кого-то так отыграется. Например, женщина талантливая, хочет выйти на работу, либо хочет заняться каким-то бизнесом. А ее мужчина ей так и говорит: нет, не стоит, не надо, у тебя не получится, ты там разоришься, все потеряешь. Потому что он знает, что вы крутая, потому что он знает, что вы можете, да, что вы добьетесь успеха, а он просто этого не переживет. Но вплоть до такого, девчонки, да. Либо подруга вам может говорить, там, не ходи на свидание там, с каким-то парнем, потому что ей парень это тоже нравится. И она такая думает, блин, если она с ним сойдется, я же тоже не переживу. Понимаете, вплоть до такого может отыграться. Вот кто вас больше всего отговаривает, этого человека прям совсем не слушайте. Так, с правой стороны. Место, где очень много дверей. Много-много дверей. Может быть, в прямом смысле слова есть такое место, вы его посещаете. А у кого-то отыграется выбор, который перед вами сейчас уже открыт. А вы почему-то то ли сомневаетесь, то ли побаиваетесь, вы не делаете решающего шага, вы не стучите в одну из этих дверей. Смотрите, по итогу все эти двери, они приблизительно плюс-минус одинаковые. Эти двери — это ваши перспективы. Либо вы постоянно мимо каких-то перспективных, там, не знаю, дверей, людей, событий, вы просто ходите, но почему-то не решаетесь воспользоваться, либо зайти, там, постучать, обратить на себя внимание. Это очень деструктивно, это очень неправильно. Кому как не вам? Вот скажите, кому как не вам? Здесь вы должны сами с собой договориться, набраться смелости и наконец-таки постучать, да, либо наконец-таки открыть эту заветную дверь, наконец-таки обратить на себя внимание. Понимаете, да, чудеса случаются, люди сами к вам приходят, вас находят, но все равно для себя стараться надо. Еще вижу, что вы на какого-то человека очень сильно обижаетесь, но вы очень мало знаете про этого человека и про события жизни этого человека. Человек на самом деле перед вами ни в чем не виноват. Наоборот, даже этот человек как какая-то жертва идет, жертва обстоятельств, может быть, жертва чужой злой воли. Да, все в жизни бывает. А вы на этого человека обижаетесь. У вас с этим человеком как-то резко оборвался контакт. Ну, либо человек резко как-то пропал. И вы такая думаете, ну, типа, он меня бросил, да, либо, он не хочет со мной общаться, либо она не хочет со мной общаться. А на самом деле там все по-другому. Все по-другому. Человека показывают жертвой обстоятельств. Человек не может с вами связаться, либо человек не имеет права вам что-то рассказать, либо вы просто заблокировали человека, человек не имеет возможности вам просто объяснить, да, что случилось, что произошло. Вы несправедливы к этому человеку, несправедливо поступаете. Этот человек может вам сниться, это вас совесть во сне мучает, да, дает вам сигналы, что вот вспомни об этом человеке, поменяй свое мнение, поменяй свое отношение. Поверьте, придет тот день, когда все выяснится, когда вся правда выйдет наружу, и вы немножко устыдитесь своего такого вот горячего, поспешного решения, да, на человека обидеться, от человека закрыться, заблокироваться. Ну вот в таком ключе идет информация. Если понимаете, о ком я говорю, дайте человеку шанс. Шанс с вами связаться. Либо так сильно не обижайтесь, потому что правда, она все равно всплывет, и она вас шокирует, и вам будет стыдно. Да, вот такое предсказание. Так, дерево, очень большое зеленое дерево. Ущербный низ, но очень пышная верхушка. Это говорит о том, что в вашей жизни как и падение было, так и будет взлет. Взлет, причем взлет такой, знаете, как ракета полетите, как на ракете, да, с бешеной скоростью.
И вообще такими елями часто показывают крутые перемены в жизни, когда человек уходит, уходит от проблем, от нищеты, от каких-то болезней, несправедливости жизни, от какого-то недостойного качества и уровня жизни, да, переходит в более шикарные условия, к хорошим людям, в везение, в удачу, в прибыль, в деньги, в материальное благополучие. Если вы думаете, что вы обречены жить так, как вы живете, что в вашей жизни ничего не поменяется, вы не правы. Судьба и жизнь вас еще удивит. Причем очень круто удивит. Дорога. Прям посередине у вас вышла дорога. На дороге человек. Люди, кто мечтает встретить свою истинную любовь, свою половинку, либо ждет, чтобы кто-то вот приехал, вернулся. Человек уже на дороге. На дороге, но потребуется время для того, чтобы эту дорогу преодолеть. У кого-то получится быстрее, у кого-то медленнее, в силу обстоятельств. Но человек уже на дороге, как при дороге, да, на дороге при дороге. Уже идет, уже движется к вам, движется в вашу сторону. И еще от вас скрыто, что вам по судьбе чего-то достичь. Добиться, о себе громко заявить, карьеру сделать, возможно, даже бизнес очень крутой построить, просто вот с нуля начать. Какая-то особая роль человека, который управляет, который задает тон, человека, на которого все смотрят, равняются, которого все слушают. Но это ваше будущее, и вообще, в принципе, вы от природы для этого созданы. У вас есть какие-то уникальные способности, уникальный дар, и характер у вас какой-то необычный, ни на кого не похожий. Вы прекрасно себя чувствуете и в роли лидера, и в роли подчиненного, и вы абсолютно самодостаточны. Да? Вы как и в команде умеете работать, так и как независимая единица. Есть талант, есть способность. Вам по судьбе суждено многого добиться. У кого-то это раньше придет, у кого-то чуть позже придет. Опять же, вы все разные, у каждого свой сценарий судьбы. Но именно этот момент, он очень ярко выделяется, и песок его показывает. Неважно, где вы, неважно, сколько вам лет. Если вы смотрите эту отсыпку, эта информация для вас идет. Для вас, понимаете? Некоторые могут и всю жизнь прожить, а потом уже, как говорится, в зрелые года просто взять и как выстрелить, да? Выстрелить. А кто-то прям с молоду, да, вот добивается, получает. Все разные люди, все разные. Но те, кто зашел на мою отсыпку, очень талантливые, просто мега талантливые люди, уникальные люди. Так, вас кто-то в чем-то обвиняет, причем напрасно человек вас обвиняет. Обвинение. Либо какую-то вину хотят на вас перекинуть, и так может отыграться. Вы не видите, что это все неправда. Возможно, вы отчасти тоже верите, что вы типа в чем-то виноваты. Вас обманывают, понимаете, на вас чужое хотят навесить. Вы ни в чем не виноваты, вы ничего плохого не сделали. Ваши руки чисты. Вот так давайте скажем. И руки, и совесть чисты. Здесь может быть даже какая-то специальная подтасовка данных идет, сфабрикованные данные. Не верьте, вы ни в чем не виноваты. Нигде и ни в чем вашей вины нет. Ее не существует. Здесь специально на вас что-то спихивают. То ли хотят обыграть ваше чувство вины, да, что вот она почувствует себя виноватой и будет как шелковая, да, либо будет выполнять то, что я хочу. Либо действительно человек свои какие-то ошибки пытается на вас спихнуть. И сказать, это не я, это все она, да? Это ее ошибки, а я тут ни при чем. Не принимайте на себя чужую вину и не позволяйте себя обвинять. И вообще не верьте в то, что вы в чем-то виноваты. Этого нет, этого не существует. Кто-то из родственников вас обманывает. А вернее, даже как-то вами пользуются, либо на деньги разводят. Вы меня извините, но вот для кого-то идет такая информация. Здесь идет в ход все. Ложь, обман, жалость, родственные связи, давление, прессинг. Даже, возможно, какой-то изговор есть, да, что вас несколько человек обманывает. Значит, мои хорошие, давайте так. Родственников надо любить, но
но без фанатизма. И опять же запомните, чем дальше родственники от вас, тем сильнее любовь между вами. Это тоже очень важно. Если ваши родственники на вас давят, не позволяют вам куда-то выехать, что-то делать, что-то начать, поверьте, они просто не хотят терять свой источник, не знаю, заработка, дохода, либо палочку-выручалочку, которая всегда рядом, которая всегда поможет, которая всегда все сделает. Вам нужно жить своей жизнью, а не проблемами своих родственников. Вот, это главное. И нельзя решать проблемы своих родственников в ущерб себе. Это тоже очень важно. Ну да, родственники, но это абьюз в чистом виде. Вот как хотите, вами пользуются. И вас вот целенаправленно обманывают. Так идет. Человек. Мужчина, да, это мужчина. Не просто человек, это мужчина. Мужчина, который собой не владеет. То ли под чарами он находится, да, под приворотом, под магией, то ли человек болен. Причем болезнь, скорее всего, ну, такая нехорошая, с психикой что-то не так. Кстати, зависимые люди тоже так показываются. Причина не в вас, причина в нем, в его этом состоянии, в его этом заболевании. Ну, то есть, если вы там ссоритесь, ругаетесь, что-то происходит не так, не то, не выстраиваются отношения, вашей вины, опять же, нет. Человек болен, либо человек под магией находится. Вы человек светлый, он человек темный. День и ночь не могут соединиться. Высшие силы этого не позволят. Потому что этот человек способен разрушить вас, разрушить вашу жизнь, причинить вам невероятную боль. И то, что у вас сейчас не получается выстроить эти отношения, либо эти отношения рухнули, здесь есть закономерность, здесь есть здравый смысл и на то воля высших сил. Потому что этот человек совершенно вам не подходит. И этот человек может причинить вам непоправимый, давайте скажем, вред. Да? Не буду там вдаваться в подробности, вот скажу, как я вижу. Здесь двух людей разделили высшие силы. Потому что для вас эти отношения, они вредоносны и опасны. Понимаете, непоправимые последствия могут возникнуть. Поэтому и разлучили, разделили. Навсегда, либо на какой-то срок, я не могу сказать. Но пока выглядит все так. Вот развели, чтобы вам вред не причинили. Причем непоправимый вред. Это, кстати, важно. Может быть, в будущем что-то поменяется, но пока выглядит все так. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.